Здравствуйте, меня зовут Жанар. Я директор ювелирного завода «Казах-Ювелир». Наш завод находится в Алматы, и уже более 80 лет именно здесь создаются украшения, знакомые каждому казахстанцу. Мы часть первого и крупнейшего ювелирного дома страны. Но главное, мы не просто производим изделия, мы создаем предметы, которые несут память, культуру и доверие, передаваемые от поколения к поколению. Сегодня на заводе работает более 30 ювелиров. Многие из них десятилетиями. Это люди, которые передают не только навыки, но и отношение к профессии. У нас сформирована настоящая школа, младшие учатся у старших, тонкости передаются из рук в руки. В ювелирном деле это особенно важно. Форма, металл, посадка камня – все зависит от того, насколько мастер понимает материал. Поэтому, если вы только начинаете свой путь, обратите внимание, ювелирное производство – это не просто техника, это люди, это команда. Правильный подбор мастеров, создание условий для их работы – это то, с чего начинается результат. Второй важнейший момент на нашем заводе – это качество. И это не просто характеристика изделия, это большая ответственность. Когда человек покупает украшения, он доверяет нам не только свои деньги, он доверяет момент своей жизни. И мы должны быть достойны этого доверия. К нам возвращаются не просто за ремонтом и чисткой, к нам возвращаются как к тем, кто несет память. У нас обслуживаются изделия, подаренные десятилетия назад. К нам приходят семьи, в которых бабушка, мама и внучка носят украшения «Казах-Ювелир». Именно поэтому мы не имеем права на какой-либо компромисс. Мы можем пересмотреть сроки, можем изменить технологии, но понижать стандарт качества – это значит подорвать основу, на которой стоит наш бренд. Поэтому мы делаем все, чтобы каждое изделие соответствовало этому уровню. Проводим строгую проверку вставок в собственной нашей лаборатории. Используем только проверенные сплавы и надежные крепления. Тестируем устойчивость покрытия и обработки и следим за каждым этапом с первого чертежа до финальной полировки. Качество – это то, за что нас выбирают. И это то, что мы обязаны защищать всегда. Хочу вдохновить вас также заботиться о качестве вашей работы, и это важно. Следующий важный момент, который определяет казахстанское производство, это наши традиции и их сочетание с современностью. В производстве мы используем как современные методы, так и традиционные техники казахского ювелирного искусства. Это и зерень, и филигрань, и ручное гравирование. Мы работаем с орнаментами, которые несут в себе национальный код. Часть техник передается только от мастера к мастеру. Некоторые элементы изделия можно выполнить только вручную. Это та часть, где живет душа, и никакая машина не сможет ее заменить. В то же время мы развиваем и техническую сторону. 3D-моделирование, лазерные технологии, радирование, проверка вставок в собственной лаборатории. Это позволяет нам сочетать ручную работу с высокой точностью и расширять возможности по ассортименту. Изделия из золота, серебра, с камнями или без. Но даже самая точная технология должна соответствовать нашему главному принципу – это качеству и заботе о людях. Возвращаясь к человеческому ресурсу, мы понимаем, что профессия ювелира требует времени, поэтому приглашаем студентов на стажировки. Они работают в команде, изучают ремесло на практике и пробуют себя
в реальном производстве. Многие из них остаются, потому что чувствуют, здесь можно расти. Здесь можно работать с настоящими мастерами и создавать что-то, что действительно останется. Завод не стоит на месте. Мы постоянно работаем над улучшением, над условиями, над оборудованием, над тем, чтобы мастерам было комфортно. Наша цель, чтобы завод стал местом притяжения, стал креативным хабом, куда хочется приходить, где хочется оставаться и создавать. Сегодня мы запускаем премию «Казах-Ювелир» не просто как конкурс, а как возможность найти новых мастеров, которые загорятся этим делом. Для нас это шанс увидеть молодые таланты, познакомиться с теми, кто мыслит по-новому, но готов учиться у лучших. Если мы хотим, чтобы профессия ювелира жила, мы должны передавать знания.